Лаймдута Страуюма и Нил Ушаков, как инь и ян латвийской политики. Даже за схожий проступок один готов ответить, а другой нет. Год Лаймдута Страуюма 4 октября прошлого года объясняет электорату, почему нельзя голосовать за партию согласия. Я верю, что единство победит. Я верю. Центр согласия все же не получит так много голосов, поскольку для нашего государства важна безопасность, а в ней у меня уверенности нет. А вот Нил Ушаков в своем профиле в социальной сети Twitter размещает информацию о том, почему нужно голосовать за согласие. В начале этого года суд Земельского района Риги постановил премьера Страуюму оштрафовать на 50 евро за предвыборную агитацию в день тишины. Пресс-секретарь премьера говорит, Страуюма штраф заплатит, но от слов не отказывается. Она имела, конечно, неосторожность высказывать свое мнение по данной ситуации в день выборов, но она все же считает правильным свое мнение. Спустя несколько дней суд того же района Риги выносит аналогичное решение по поводу сообщений Ушакова в Твиттере. Те же 50 евро. Но реакция совсем другая. Платить не буду, буду судиться. И вот почему. В социальных сетях любой имеет право призывать голосовать за согласие, за национальное объединение, за единство и так далее. Ушаков – один из самых виртуально продвинутых латвийских политиков. Тут тебе и селфи, тут тебе и шутки, тут тебе и партийные и городские новости. Так делают все, говорит преподаватель Латвийского университета Ольга Казак. Многие наши политики очень азартно следили за тем, как Барак Обама, все-таки у него его предвыборная кампания очень активно основывалась на социальных сетях. Это был такой, первый серьезный шаг, когда социальные сети использовались в политике. Первая часть 32-й статьи Латвийского закона о предвыборной агитации. В день выборов и за день до него запрещено размещение предвыборных материалов в электронных СМИ, внутри и снаружи помещений общественного пользования, прессе, госучреждениях и интернете. Призвал голосовать в интернете, а Твиттер, Фейсбук или любая другая социальная сеть – это часть интернета, плати штраф. Таков аргумент суда в споре с Ушаковым. Но в дни тишины пошумели и другие политики. Их сообщения в интернете при критическом рассмотрении также можно посчитать агитацией. В, пожалуй, самом известном, в том числе и за рубежом латвийском политическом твиттере министра иностранных дел Эдгара Ринкевича 4 октября в день выборов размещена фотография, на которой, очевидно, сам министр бросает конверт в урну. На фотографии надпись «Сделано. Своему @LV рижскому списку номер 4 поставил плюсы, потому что у нас сильная команда, я уверен в каждом». А вот представитель национального объединения Янис Ieselnieks тоже баллотировался в 12-й Сейм. За своих однопартийцев виртуально родил хэштег «Я проголосовал за НА» Национальное apvienība, национальное объединение, то бишь, а может и не национальное объединение. Политик Янис Ieselnieks никуда с повинной не пойдет. Да, это интересно. Скажем, можно ли этот хэштег, который все-таки не полностью? И НА очень хорошо может быть чем-то другим, смотря как это интерпретировать. А вот Инга Яунскунга, представитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, сообщение Ieselnieksa считает нарушением Дня тишины. Да, это 4 октября. Но это, в любом случае, эта информация содержит предвыборную агитацию. Предвыборная агитация. Штрафовать его теперь, как Ушакова? Что с ним делать? Я думаю, что надо тогда обращаться внимание полиции, так как это их компетенция. Если госполиция нарушение заметит, то может политика наказать или найдется какой-то доброжелатель, который напишет заявление. К весне бюро обещает выступить с законодательными предложениями по поводу политической агитации в социальных сетях. Преподаватель факультета социальных наук Вита Дрейера агитационный пост Нила Ушакова в Твиттере считает как минимум некорректным, но стоит на либеральных позициях. Никакого контроля в социальных сетях. А. Это очень трудно осуществить. Б. Этого не нужно делать. Пока нет хороших исследований, насколько эффективны социальные сети в политике. Но у них очень большой демократический потенциал, доступность политиков обществу без посредничества средств массовой информации, возможность задавать вопросы политикам, вовлекать их в дискуссии. Я считаю, что это все скорее позитивно. Как альтернативный вариант российский закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, известный также как закон о блогерах. С 1 августа прошлого года владельцы сайтов и аккаунтов в соцсетях с ежедневной аудиторией свыше 3000 человек обязаны зарегистрировать их в Роскомнадзоре. Известный российский блогер и журналист Александр Плющев говорит, брать пример с России не стоит.
На деле это выглядит так. Роскомнадзор рассылает предупреждения или уведомления людям, требуя с них статистику об их посещаемости. Кто-то отвечает ему, кто-то не отвечает. Кого-то он вносит в этот реестр блогеров, кто-то не вносит. Сейчас абсолютно полная неразбериха, а главное, она такая бессмысленная. Я бы не на месте Латвии, даже не на месте Бурунди или любой другой страны, пусть даже самый отсталый в интернет-смысле, не перенимал бы у России закон о блогерах ни под каким видом, просто потому что это бессмысленно, с одной стороны, с другой просто позор. У Твиттера Плющева 160 тысяч подписчиков, втрое больше, чем у Ушакова. Личное дело Алексея Дунды и Кришиниса Лейсиса, Латвийское телевидение.